Масштабный проект, который решит важные экологические проблемы. Именно так можно сказать о современных очистных сооружениях, которые сейчас строятся в Сунже. Производственная мощность – 16 тысяч кубометров воды. Объект станет поворотным в развитии городской канализационной сети. Охватит он 3 населенных пункта – Сунжу, Карабулак и село Троицкое. На сегодняшний день мы проложили 5 километров канализационного коллектора, она диаметром 1 метр, железобетонные трубы. И на данный момент мы находимся на самой площадке. На площадке сделана, если вы заметили, распределительная камера, КНС, это канализационно-насосная станция. Мы сейчас находимся в производственном корпусе. Дальше будет первичные отстойники, аэротэнк, вторичные отстойники, стабилизатор ила и иловая насосная станция. Это то, что уже сделано. Железобетонные работы в основном закончены. Работы идут активно, с опережением графика почти на 3 месяца. На объекте задействованы 26 человек и 7 единиц техники. Одновременно ведется сразу несколько ключевых задач – от монтажа металлоконструкции инженерных сетей водоснабжения и канализации до благоустройства территории. На данный момент они ведут работу по нанесению лакокрасочного покрытия площадок аэротэнка, это у нас аэротэнк, и устройство приямок за недоочистки. И в самом производственном корпусе внутриотделочная работа и устройство теплоснабжения. Позади большой пласт работы, впереди не менее ответственные этапы. Уже построены все важные здания – реагентов, погрузчика, операторной, насосной станции канализационного коллектора. Они представляют собой многоступенчатую систему очистки сточных вод, отводимых в реку Сунжу. Каждый объект на территории выполняет свою важную задачу. Это своего рода единый организм, цель которого – улучшить систему водоотведения и очистки сточных вод. Это действительно важно для экологии, для рек и, конечно, для людей. Объект дорогой, свыше 5 миллиардов рублей. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Магистральный канализационный коллектор протянется от Сунжи до Карабулака на 20 километров. Очистные сооружения позволят снизить нагрузку на окружающую среду. А состояние некоторых рек республики и так оставляет желать лучшего. Ответственность большая. Есть некоторые нарушения, по которым ведутся корректировки проектно-сметной документации. В основном нарушения есть, они есть везде, и они устраняются. У нас были кое-какие отклонения по железобетону, пересчитали эти отклонения, они в рамках нормы. Работы ведутся в рамках федеральной программы по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры с января 2022 года. Важность очистных сооружений неоднократно подчеркивал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. В своих социальных сетях он ранее прокомментировал ход работ. Цитата. Модернизация инженерной инфраструктуры позволит избавить города Карабулак и Сунжу, а также сельское поселение Троицкое от многолетних экологических рисков, улучшить качество воды и обеспечить дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры. Радует, что работы идут с опережением графика, и я уверен, что объект будет введен в эксплуатацию в запланированный срок. Улучшение экологии остается одним из ключевых направлений работы региональных властей. По решению главы республики следующий год станет годом экологии. Трудности накапливались годами, они требуют немедленного решения. Важная проблема, опять же, отсутствие современной канализационной инфраструктуры, выгребные ямы, сброс сточных вод. Это угроза для грунтовых вод и источников питьевого водоснабжения. Цель на сегодняшний день – улучшение окружающей среды Ингушетии. Марьям Акиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.